Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия, и мы будем делать расклад для дам на игральных картах на недельку с 6 по 12 апреля. Перед вами, как обычно, 3 дамы, 3 варианта, 3 цифры. Выбирайте свою даму интуитивно, прислушиваясь к своей интуиции. Какой даме вас потянет, поманит, ту даму и выбирайте. И, пожалуйста, обратите внимание на все новиночки, что есть. Последние новинки на канале, они в инфоблоке под видео. И переходите по тайм-коду, а я перехожу к единичкам. Итак, первый вариант. Дамы бубновые, смотрим вас. Партнером назначила вам короля трифового. Итак, заходите вы в период, было у вас со своими чаяниями и надеждами, что-то вы обдумывали их. Я думаю, что по семерочке можно сказать, что могло быть такое унылое, тоскливое настроение. Просто-напросто, что ваши надежды и чаяния, они либо откладываются, либо оттягиваются и вот не реализовываться так, как вы хотели. Могло быть какое-то некое такое огорчение. Также был у вас разговор с вашим партнером королем Трифовым. Вот он выпадает, голубчик. И в ранней дороге опять показывает нам карта, что были какие-то переживания именно эмоциональные. Кто-то мог посидеть, поплакать, кто-то мог взгрустнуть, кто-то мог, у кого-то могли быть наоборот хорошие какие-то позитивные эмоции, настроения. У каждого проиграется по-своему. Итак, единички, смотрим вас. На сердце у вас какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Под сердцем вы содержите себя. В голове вы думаете о неком червовом короле. Кто это? Решать вам, если третье лицо в отношениях, то это он. Но я думаю, вы знаете о нем точно и конкретно. Если нет, то просто некий мужчина, родственник, коллега по работе, друг, кто угодно, таксист, адвокат. Также у вас в ранней дороге была встреча, свидание с вашим партнером королем Трифовым. И, собственно говоря, король червовый тоже в голове, как я уже и сказала. В ногах у вас был какой-то большой, крупный разговор, скандал с вашим партнером, королем Трифовым. Также мог быть разговор такой достаточно важный, крупный, с неким казенным королем. И ваш партнер король Трифовый тоже к вам со своими хлопотами. Что было? Была большая злость на какую-то новость или бумаги. Также была злость именно связанная с вашим интересом, либо злость, связанная с какой-то крупной суммой денег, с деньгами, либо с финансовыми документами тоже. И в ранней дороге у вас был ваш партнер король Трифовый и некий червовый король тоже к вам со своими любезностями. Что будет? Будете вы сильно переживать за вашего партнера короля Трифового и за дальнюю дорогу, либо за ваше совместное будущее. Также король Трифовый к вам со своими любезностями в будущем. И король червовый никуда не уходит, также и остается. Также в будущем у вас будет разговор с червовым королем, свидание с ним. То есть будет встреча с королем червовым, будете с ним что-то обсуждать. И основная линия недельки. Смотрите, здесь какие-то пустые хлопоты, зачаяния и надежды короля червового, и вы со своими чаяниями и надеждами к вашему партнеру королю Трифовому, к его интересу, а он к вам тоже со своим интересом. В общем, тут интересы вашего партнера и ваши, они схожи и друг с другом как бы совместимы. Что-то вы вместе, видимо, будете думать, обсуждать, планировать. И какой-то некий червовый король, кто это, дамы, решать вам. Итак, для вас в ранней дороге свидание с неким червовым королем, и ваши чаяния и надежды тоже тут для вас важны. Для дома у вас интерес и любезности вашего партнера короля Трифового, но почему-то вы будете злиться на все его любезности и на его интерес. Видимо, что-то он будет делать вам, да, все как-то не так, не то, криво, косо. В общем, будет он вас злить и раздражать. Смотрите.
Если вы, например, практик, эзотерик, то здесь вполне могут быть какие-то, или также смотрите, вот гадаете на картах, то тут вполне может быть, что ваш партнер король трефовый просто попросит вас для него погадать, либо проделать какие-то именно эзотерические, магические, энергетические дела, вопросы его протолкнуть. На сердце у вас раздражение на некую дальнюю дорогу и любезности короля червового. Так, и, кстати говоря, от короля червового в поздней дороге, ближе к концу недельки, можете получить какие-то сплетни, либо какие-то новости неприятного, некрасивого характера. Что было? Было то, что ваш партнер, король трефовый, был к вам со своими хлопотами, вы к нему со своим интересом, либо он хлопотал в прошлом за какие-то деньги для вас. От него вы могли получить довольно-таки большую крупную сумму денег. И также тут будете переживать и за свой интерес, и за деньги, за какие-то финансовые документы, либо тут могло быть тоже плохое самочувствие, недомогание. Что будет? Некий казенный король, будет с ним свидание и разговор с неким казенным королем. На пороге что будет? Вот-вот. Король червовый к вам со своими чаяниями и надеждами, но как-то вы все это пусто себе ставите, но есть он и есть. Надеется он там себе на что-то, но пусть надеется. И успокаиваетесь вы своим партнером, королем трефовым, вот он, свиданием с ним. Вот такая у нас будущая неделька. Дорогие мои дамы, я вам желаю самое главное здоровья, терпения, благополучия и, конечно, любви. Чистой, открытой, гармоничной. Любите, берегите, балуйте, цените, радуйте, заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Можете поощрить меня, поблагодарить лайком, либо подпиской на канал, либо каким-нибудь комментарием. Прощаемся, перехожу к двоечкам. Итак, дорогие мои двоечки, смотрим вас. Партнером назначила короля Бубнову. Итак, заходите вы в период с какими-то переживаниями, эмоциональными встрясками, всплесками. Они могли быть и со знаком плюс, и со знаком минус. У кого как проиграется. Также здесь были какие-то пустые хлопоты за деньги, за какие-то могли быть финансовые документы. Связанное все это с будущим, либо с дальней дорогой. Все эти хлопоты пустые. Видимо, не получилось на то, что вы рассчитывали. Именно связанное с деньгами. Либо с какими-то заработками. И также вы получили какую-то новость, известие. И какой-то большой, нечаянный, крупный интерес за себя и за свой дом, либо в собственном доме. Могли получить какие-то бумаги, письмо, уведомления, что вас сильно заинтересовало. Итак, двоечки, смотрим вас. На сердце вы содержите себя под сердцем некого казенного короля, либо ваши какие-то благородные порывы. В голове у вас обоюдный интерес ваш и вашего партнера, короля прошу прощения, Бубнового. Вот он, ваш интерес и короля Бубнового. И какие-то пустые хлопоты. В ногах у вас была встреча с неким червовым королем. Вот я его вижу. Сейчас вы увидите в основной линии недельки. Встреча была с червовым королем. И в этой встрече вы от червового короля могли получить какие-то новости, какие-то известия. Либо, смотрите, в ваш дом могли прийти какие-то бумаги, письма, уведомления. На электронную почту вы могли получить какие-то новости, какие-то бумаги для вас интересные. Что было? Была злость и раздражение на хлопоты вашего партнера, короля Бубнового. И было с ним свидание, встреча. Также ваш партнер король Бубновый был к вам со своими чаяниями, со своими любезностями, вот со своей любовью. И я что заговариваюсь, прошу прощения. И была у вас с ним встреча, свидание. Также вы переживали в ранней дороге за некого червового короля. Что будет? Ваш партнер король Бубновый к вам со своими чаяниями и надеждами, и король червовый некий. Кто это? Решать вам. Если третье лицо, то это он. Если нет, то это брат, сват, друг, коллега по работе, кто угодно. Таксист, продавец, банкир, кто угодно, в общем-то. Этот король червовый был к вам со своими хлопотами и со своим интересом.
Также здесь была злость, раздражение на какую-то дальнюю дорогу. Если, например, вы практик, эзотерик, занимаетесь именно чем-то эзотерическим, магическим, какими-нибудь чарами, то здесь вполне возможно, что вы именно будете практиковать на свое будущее, либо за свое будущее, либо за какую-то дальнюю дорогу. Также у вас будет злость на себя. Чем-то вы будете собой недовольны. Так, и смотрите, основная линия недельки. Червовый король, его дом, разговор с ним. И также разговор у вас будет с вашим партнером королем Бубновым и, собственно, сам ваш партнер король Бубновый собственной персоной. В общем-то, на этой недельке вас будут интересовать два короля. Ваш партнер и некий червовый король. Дорогие мои двоечки. Итак, для вас переживать будете за вашего партнера короля Бубнового и за ваше совместное будущее, либо за вашу совместную дальнюю дорогу. Также смотрите, тут может быть для вас плохое самочувствие, недомогание, переживание. Для дома, опять же, обоюдный интерес с вашим партнером. Здесь по десяточкам может идти секс, интим и так далее. Все с этим связанное. И червовый король собственной персоной. На сердце вы содержите себя и раздражение на хлопоты вашего партнера короля Бубнова. В общем-то, на сердце вы и ваш партнер король Бубновый. Что было? Было у вас свидание с неким казенным королем, и ваш партнер король Бубнова был к вам со своими чаяниями и надеждами. Тут еще могло быть свидание и с червовым королем. Что будет? В ранней дороге будет у вас встреча, свидание с червовым королем. Опять же, смотрите. Либо, если он вхож в ваш дом, то вполне может прийти к вам домой. На пороге, что будет вот-вот, будет у вас разговор с вашим партнером королем Бубновым, встреча с ним, и он к вам со своими любезностями. Но успокаивайтесь вы интересом вашего, не знаю, знакомого, друга, коллеги по работе, некого червового короля. Вот такая у нас сложилась неделька для двоечек, дорогие мои. Я вам желаю здоровья, терпения, любви, счастья, благополучия, процветания. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И надеюсь, что мой канал все-таки вы находите интересным и занимательным. И поэтому ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся. Итак, третий вариант, и смотрим вас. Заходите вы в недельку со своими любезностями и получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Был у вас разговор большой, прям крупный, важный для вас разговор с неким Бубновым королем. Кто это, решать вам, если третье лицо, то это может быть он, как я говорю, каждое свое видео. Если нет, то это друг, брат, сват, коллега по работе, кто угодно. Партнером я вам назначила короля Трифового. И в ранней дороге также у вас дорога была, судя по всему, еще могла быть деловая какая-то, либо еще могли быть разговоры с ним, переговоры именно в соцсетях, в мессенджерах и так далее. С королем Бубновым не обсуждали вы дальнюю какую-то вашу дорогу. Ну что, троечки, смотрим вас. На сердце вы содержите себя, свой собственный дом, под сердцем интерес некой трифовой дамы. В голове у вас интерес, хлопоты в ранней дороге, опять же, этого самого Бубнового короля. В ногах вы содержите некий казенный дом, ваши чаяния и надежды и некую трифовую даму. Что было? В ранней дороге был у вас разговор с трифовой дамой, что-то вы с ней обсуждали. Также у вас было плохое самочувствие, либо какие-то переживания, могли даже поплакать, но все это пустое. Попереживали и забыли. Ничего, в общем, вам этого путного не дало. Либо вы хлопотали за что-то, но ваши хлопоты не увенчались успехом, и опять же тут были огорчения и переживания. Также у вас было свидание и разговор с Бубновым королем. Далее, что будет? Будете вы злиться на чаяния и надежды Бубнового короля, в общем-то, и он к вам со своими любезностями.
Также у вас что будете вы и ваши хлопоты в будущем. И будет злость и раздражение на бубнового короля тоже в будущем. Смотрите также. Если вы практик эзотерик, гадаете на картах, занимаетесь йогой, какими-то именно рейки, энергетическими практиками, то вот здесь вполне возможно, что вы будете заниматься именно вот чем-то эзотерическим, вот грубо говоря, да, если обобщая все, для этого самого, либо за короля бубнового, либо для короля бубнового. Например, если вы хотите встретить какого-то мужчину, там работаете прям именно на встречу, на свидание, то вполне может быть, что вот здесь вы будете на это самое работать, на эту самую встречу. И основная линия недельки, смотрите, какой-то у вас будет разговор в этом с дамой Трифовой. В этом разговоре вы получите какие-то новости, какие-то известия. Разговор будет очень важный и нужный, такой какой-то крупный разговор. И он будет либо ближе к концу недельки, либо он будет в принципе за будущее, за вашу дальнюю дорогу. И смотрите, обратите, пожалуйста, внимание, что на этой недельке ваш партнер, король Трифовой, вообще никак не выпал у нас в раскладе. И уже мы его не увидим. Поэтому хочу сказать, что у вас на повестке дня, на повестке недели стоите, во-первых, вы и, конечно же, некий бубновый король. Вот этот человек, бубновый король, для вас важен, и он вам нужен. Кто это, решать опять же вам. И опять же некая дама Трифовая. Тоже не дает вам покоя, но с ней вы разговариваете, советуетесь, что-то обсуждаете, она вам чем-то помогает. Итак, троечки, вот все-таки я склоняюсь к тому, что в вашей жизни либо есть, либо появится, либо вы хотите, чтобы появился некий бубновый король. Смотрите, для вас разговор с бубновым королем, он сам, его чаяния и надежды для вас важны вот прямо на этой недельке. Для дома некая трифовая дама, но вы ее ставите пусто. И опять же какие-то бытовые пустые хлопоты и раздражение на эти хлопоты. Вот не хотите вы заниматься именно какими-то домашними делами, они вас злят, раздражают. В общем, эмоции, как говорится, знаком минус. На сердце вы содержите в ранней дороге себя и любезности бубнового короля, и также любезности трифовой дамы. Что было? Было у вас свидание с бубновым королем, и трифовая дама была к вам со своими чаяниями прошу прощения, была к вам со своим интересом. И, скорее всего, трифовая дама еще вхожа в ваш дом. Но, смотрите, это может быть что? Сейчас у нас 21 век на дворе, мы общаемся посредством интернета, телефонов, мессенджеров, соцсетей, скайпы, фейстаймы и так далее и тому подобное. В общем, вот здесь вполне возможно, что трифовая дама, у вас будет с ней разговор в доме именно посредством каких-то мессенджеров, соцсетей, телефонов и так далее. Что будет? Будет некий казенный дом, и вы со своими любезностями именно в этом казенном доме. Эти любезности связаны именно с будущим, с вашей дальней дорогой, либо вообще, в принципе, с вашим будущим. И на пороге, что будет вот-вот, в ранних дорогах у вас будет и дама трифовая, и король бубновый, и какая-то злость еще и на даму трифовую. Смотрите, если, опять же, вы практик эзотерик, вполне возможно, что вы будете просто гадать, либо заниматься какими-то эзотерическими практиками для дамы трифовой. И успокаиваетесь вы интересом короля бубнового, либо какой-то большой крупной суммой денег, которая вам поступит, либо какими-то финансовыми документами. Вот такой у нас расклад для троечек. Если тут все-таки есть место любовному треугольнику, обратите внимание, что расклад на любовный треугольник на игральных картах, он уже есть, ссылочка дана в описании к этому видео. Кому интересно. И на игральных картах есть расклад, и на таро. Ну что, дамы, дорогие мои червовые троечки, я желаю вам самое главное здоровья. И, конечно, любви, взаимопонимания, гармонии, процветания, благополучия. Берегите, любите, балуйте, цените, радуйте, заботьтесь о себе. В общем-то, делайте все, чтобы вам было хорошо, комфортно, весело и жизнь была прекрасна. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и увидимся